Так сегодня утром выглядели улицы Лондона. Машин стало заметно больше, а в некоторых районах уже образовались пробки. С сегодняшнего дня власти разрешили выйти на работу строителям и сотрудникам производственных предприятий. Со среды можно будет гулять и загорать в парках. А с 1 июня откроются начальные школы. Сейчас не время просто покончить с карантином. Вместо этого мы делаем первые осторожные шаги, чтобы видоизменить наш подход к карантину. Пик заболеваемости в стране наступил 30 апреля. Но Великобритания все еще на первом месте среди европейских стран по числу умерших – 32 тысячи жертв. Заболевших – 220 тысяч. А эти толпы стремятся попасть в парижское метро. С сегодняшнего дня 67 миллионам жителей Франции больше не нужно разрешение властей на выход из дома. После 8 недель строгого карантина в стране начинают ослаблять локдаун. Странно снова ездить в метро, но мы должны к этому привыкнуть. Я был немного взволнован, но здесь сейчас не так много людей, так что все в порядке. Во Франции сегодня также открыли некоторые начальные школы, магазины и салоны красоты. В стране 177 тысяч заболевших COVID-19 и более 26 тысяч умерших. Власти говорят, что пошли на ослабление локдауна из-за снижения числа новых случаев и количества смертей от коронавируса. Германия приступила ко второму этапу снятия ограничений. Вновь открыли магазины, в некоторых регионах рестораны. Также власти разрешили встречаться людям, не живущим в одном доме. Между тем, в институте Роберта Коха заявили, вирус в стране начал распространяться быстрее. По данным ученых, коэффициент репродукции коронавируса превысил единицу. А это значит, что один ковид-положительный пациент может заразить больше одного человека. Ранее власти говорили, что если ситуация с распространением коронавируса изменится в худшую сторону, некоторые ограничения придется вернуть. Сейчас в Германии 171 тысяча заболевших и 7,5 тысяч умерших от COVID-19.